Всемирной организации здравоохранения ежегодно регистрируется около 14 миллионов новых случаев рака. То есть этот диагноз не редкий. Возможно, мы о некоторых людях не знаем, что они перенесли данное заболевание. Какое изменение общего самочувствия может характеризовать проблемы в организме? Это снижение массы тела. Также нужно обращать внимание на изменения внешности, на цвет кожных покровов, упругость кожи, увеличение объема живота. Канцерогенные факторы – это вредные факторы, то есть непосредственно вызывающие рак. Хронические воспаления являются прямым фактором возникновения раковой опухоли. Заразность рака. Заразности у рака нет. Это однозначно. Иначе что бы происходило с докторами, которые каждый день контактируют с больными раком? Стресс. То есть в бытовом понимании человек расстраивается, человек переживает. Конечно, стресс не является фактором, вызывающим злокачественную опухоль. Просто стресс может быть отправной точкой возникновения каких-то нарушений. Травма тоже не является непосредственной причиной. Травма является моментом, который привлекает внимание. А опухоль развивается, поверьте, не за месяц. Чтобы развилась опухоль, нужны годы. Поэтому у нас есть время своевременно выявить эту опухоль и предотвратить. На сегодняшний день есть очень важный момент – это вакцинация от вируса папилломы человека. Раньше мы об этом не знали, но последние десятилетия доказали, что причиной возникновения предрака и рака шейки матки является вирус папилломы человека. В абсолютных числах в 2018 году раком молочной железы заболели 70 тысяч женщин. То есть это огромное количество. Это, наверное, город какой-то. Я вот рассказала и хочу сказать, чтобы было побольше радости с бабочками в животе и поменьше тараканов в голове, чтобы мы не заморачивались на неважном, не стрессовали из-за того, что мы не понимаем, а наши знания помогали нам быть разумными. Вот. И вот тоже люблю вот этот слайд, и очень хочу, чтобы солнце у нас было и в душе, и над нашей республикой, и, в общем-то, наша служба делает все, чтобы наше население было здоровым. Спасибо за внимание.